Добрий вечір. В етері телеканалу АТР Прайм. Це час, коли ми запрошуємо найцікавіших співрозмовників, гостей, які мають свою особисту думку, мають життєвий досвід і мають право говорити людям свої думки, бо вони цінні і вони не маніпулятивні. Я ніколи не запрошую в гості маніпуляторів різних, я знаю, що їх багато всюди, але лише не на каналі АТР, на каналі, як я для себе це визначив, політичної тверезості. І ми час від часу запрошуємо людей, ну як би сказати, російськомовних, людей, звісно, проукраїнських, але російськомовних, які живуть в різних країнах світу, і спостерігають, і аналізують події, які відбуваються в Російському рейху. І це дуже цінні спостереження, бо ми зазвичай не дуже уважно стежимо за їхньою там риторикою, ну крім окремих там випадків якихось критичних. Але, в принципі, не дуже уважно стежимо, але є люди, які стежать, які аналізують, які все це розкладають. І я дуже люблю таких людей, тому що вони допомагають нам усвідомити реальності, жити в реальності, а не в думках, в мріях там, і не видавати бажано за дійсне, як то кажуть. І я зараз переходжу на трофейну мову, бо розмовлятиму сьогодні з людиною, яка теж володіє і використовує цю мову дуже влучно, дуже потужно. І я, здається, задовго вже представляю мову гостя, якого ще не назвав, але це Саша Сотник. Привіт. Здравствуй, дорогой Айдер. Очень рад тебя видеть, слышать, и очень рад быть на канале АТР, который я весьма-весьма почитаю. Спасибо. Слушай, а ты скажи честно, ты понял, что я сказал? Вот все по-украински, да? Ну, я практически все, да, потому что я же сейчас изучаю словацкий язык, а это протославянский язык, поэтому он очень близок к украинскому. Ой, слушай, так ты украинскую мову вивчиш швидко, я думаю. Ну, пока помало. Но ты согласен, что это вообще мировая тенденция? Сейчас начнется учить украинский язык, и многие люди, которые раньше учили русский, говорили, ну, все-таки больше людей говорят по-русски там и так далее, сейчас начнут потихонечку в разных странах заменять уроки. Ну, они идут факультативно, там, допустим, разные языки в университетах там, и так далее, в школах, что будут все больше, тем более, что украинцев много в Европе сейчас, и, наверное, и учителей много, ну, в связи с тяжелыми обстоятельствами, но так или иначе, да, что будут изучать украинский язык, и во многих странах уже учат, я не знаю, как в твоей Словакии. Я думаю, что да, будут изучать, и, по всей вероятности, русский язык будет уже не таким популярным, как он был раньше. А вот что касается украинцев, конечно, здесь, в Словакии, украинцев много, по понятным причинам, и мы их часто видим, ну вот поскольку у меня ребенок, и там на детской площадке мы видим много украинских детей, и, конечно же, мы наблюдаем за тем, что происходит. Слушай, а мне человек, который был в Словакии как раз вот в первый период вот этой фазы войны, он сказал, что он даже не ожидал, насколько в Словакии хорошо встретили украинцев, насколько душевно, насколько... Ну, просто так бывает, да, когда ты соседа знаешь хуже, чем... Ну, многие, что там греха таить, там даже в Украине больше смотрели на Москву, там, интересовались чем-то русским, да, чем словацким или польским, там, или каким-то еще, да. Вот, а сейчас посмотрели друг на друга, оглянулись вокруг, поняли, что есть друзья вокруг, что поляки просто настоящие братья, да, несмотря на всю эту болтовню, там, когда нас пытались разделить. Словаки, братья, пожалуйста, вот, ну и венграм тоже цену немножко узнали. Да, я должен сказать, что Словакия Так, подожди секундочку. Подвисал звук. Сейчас хорошо? Ты меня слышишь хорошо? Да, слышу. Просто звук подвисал немножко. Продолжи, пожалуйста. Да, я хочу подтвердить, словаки действительно встретили украинцев с большим сочувствием, с большой эмпатией. И, безусловно, здесь украинцев очень-очень сочувствуют здесь, в Словакии. Ну, в общем, можешь... А насчет языка я бы еще хотел вернуться к этому моменту по поводу языка. Мне, например, мой грузинский друг сказал, что русских в Грузии тоже очень много из России, которые приехали
именно в связи с войной, они не одобряют эту войну, естественно, но они стараются не говорить по-русски. Если говорят, ну, они не знают грузинского, но они говорят всегда по-английски. Ни в коем случае не по-русски. И надо сказать, что грузины действительно стали хуже относиться к россиянам, даже гораздо хуже, чем в 2008 году, когда было нападение России на Южную Осетию, Абхазию, ну, в общем, на Грузию. Да. Тогда еще как-то, наоборот, грузины демонстрировали, что мы к русским очень толерантно относимся, а вот сейчас уже, увы, нет. Так вот сейчас как раз и логично, потому что когда страна тебя убивает, а ты пытаешься ей открыть двери, это была главная ошибка Саакашвили, и, мне кажется, он и признал, что он открыл двери в тот момент, когда Россия, наоборот, закрылась для Грузии, да, после этой войны, значит, августа 2008 года. Он, наоборот, сказал: приезжайте, все хорошие русские, приезжайте, там у нас тут виз нет, бутылочку вина давали на входе там в аэропорте, да, вот, на паспортном контроле. Но, как видно, зверь, вот эта свинособака такая коллективная, она это не оценила и продолжила готовиться к более широкой войне. И вот мы ее сейчас наблюдаем. И, кстати говоря, вот ты сказал, что боятся говорить, знаешь, вот уже даже немым лучше быть, чем русским. Это, по крайней мере, уже к тебе будут относиться лучше, если ты просто не умеешь разговаривать или молчишь, да, вот. И дальше все это... Вот, а твой прогноз вообще такой, что вообще осталось от так называемой русской культуры, которую я назвал килл-тура, от слова kill, глагол to kill, убивать, да, вот все, что мы сейчас слышим на так называемом русском языке, в основном вот оттуда, да, или из перехватов, там, или с телевидения их, это, во-первых, мат-перемат, во-вторых, вот эти дебильные посты Димона, который, мне кажется, занял место действительно Жириновского, вот, и просто сыпет своими какими-то пьяными, полупьяными, дебильными фразами. Вообще, что за обстановка сейчас в Рейхе, по твоим наблюдениям? Ты же каждый день на своем канале там все это высветливаешь, освещаешь там, и так далее. Что за обстановка? Какая, знаешь, морально-политическая обстановка среди рашистов? Какая? Я с тобой абсолютно согласен, что я ныряю ежедневно в этот коллектор. Меня бы надо в связи с этим пожалеть, потому что работа у меня такая, я постоянно выныриваю, хватаю немножечко воздуха, потом опять ныряю и думаю: боже мой, за что же мне такое наказание? Как говорится, кто-то в доме должен быть трезвый. И поэтому я вынужден за всей этой шизофренией наблюдать. Насчет Дмитрия Медведева ты абсолютно прав. Я совершенно с тобой согласен. И, по-моему, я одним из первых сказал, что его телом полностью овладел дух Жириновского. Но вот то, что сейчас происходит в пещере, в этой фашистской, в последние дни мы наблюдаем вот этот питерский сходняк около Бабловой, так называемый Санкт-Петербургский международный, прости господи, экономический форум. Это куда экономисты из Талибана приехали, да, которые крутили в руках вот это счетные машинки, не знали, как там 2 плюс 2 сложить, да, когда они захватили правительство. Да, образованный Бабай там присутствовал, да. Там же еще Филиппа Киркорова пригласили, он, значит, туда приехал тоже как, видимо, эксперт экономический, или, я не знаю, схематозника от шоу-бизнеса. Не, ну он знаешь, он по части, так сказать, денежного разоружения бабушек вообще, мне кажется. Вот он вот этим занимался всю жизнь, да. Я отметил, что он просто в штанах был, без перьев. Наверное, в штаны он их и заправил. Значит, потом, кто там еще был? Денис Пушилин, этот глава, прости господи, ДНР. Он туда приглашен. Ему даже сегодня показали, каким образом можно в Телеграм какие-то посты писать. В общем, правда, Медведева там не было. Наверное, опять возлег на стаканы. Но господин Песков анонсировал выступление Владимира Путина. Путин, по всей вероятности, должен рассказать о том, каким он видит многополярный мир. Ну смотри, давай считать, что он уже рассказал. Мы даже следить за этим не будем. По-моему, он уже выступал, что-то там и договорил, и про Петра Первого. И, в общем, мы же не делаем отчет с какого-то форума, выступил он там, да, неважно. Вот вся атмосфера как бы в зале. Что в больнице, в принципе, во всей. Не только в этом конкретном Талибан экономическом форуме.
Ну, естественно, там царит полная неразбериха, полная шизофрения. Люди не понимают, они, с одной стороны, боятся говорить правду, а с другой стороны, они действительно сбиты с толку, они не понимают, что на самом деле происходит. По большому счету мы имеем дело с такой огромной тоталитарной Z-сектой, где против пахана ничего сказать нельзя. Тебе тотчас перегрызут горло, и только линия партии, правительства и вот этого паханата. Она единственно верная. С этим всем делом надо соглашаться. С другой стороны, враги повсюду, и нужно каким-то образом им противостоять. Да, кстати, я очень давно ждал, когда же, наконец, чекисты займутся своим вторым любимым делом. Первое это дело у них любимое, понятно, расстреливать. Они пока еще этим не занялись. Ну, воюют, ведь воюют. Уже стреляют, убивают. Ну, ты имеешь в виду расстреливать своих. Ты это имел в виду, да? Да, к стенке ставить своих. Это первое любимое. А второе – это экспроприация. То есть экспроприация собственности. И вот, наконец-то, выхухоль всея Руси господин Сергей Миронов заявил о том, что он предлагает, наконец-то, собственности всех, кто уехал из России, не только в недружественные страны, а в любые, лишать собственности, лишать всех средств, которые остались в России. То есть, неважно, смотри, то есть ты просто покинул родину в тяжелые ее годины, да? И, значит, и тебя сразу, значит, приходят чекисты там и забирают под Дворницкую, там, под Швондера, да, и так далее. Совершенно верно. Именно это вот такая экспроприация у врагов народа. У тебя, как он сказал, выезжанцы. Вот новое слово. Выхухоль родила новое слово. Выезжанцы. Так что, господа выезжанцы, любые, кто куда намылил свои лыжи, за вражий бугор, пожалуйста, имейте в виду, когда вы будете возвращенцами, у вас не будет в пещере никакой собственности. Ни денег, ни квартир, ни домов, ничего. Все заберет родное государство. Так что с этим можно поздравить. Чекисты занялись своим вторым любимым делом. Я жду, когда начнут заниматься первым. То есть отменят мораторий на смертную казнь. Но я думаю, что это уже не за горами. Слушай, вот так очевидно больше стало русских в Словакии, там в Европе, вот тех, которые типа хорошие русские, которые бегут. И что в них хорошего, вот, на твой взгляд? А я честно скажу, у меня здесь нет, в моем ареале обитания нету русских. Если я с кем-то общаюсь, то это словаки. Я стараюсь не общаться с хорошими русскими, с плохими русскими. Вот в этом смысле я никак даже не могу ответить на твой вопрос. Знаешь, это тебе нужно, Саш, наверное, взять билет до Праги. Там говорят, в какую сторону не плюнешь, попадешь в русского либерала. Ну, я слышал такую байку. Но мне, кстати, тоже рассказывали о том, что там собралась такая туса хороших русских, которые рассказывают о том, что да, не все русские плохие, мы вот, видите, какие хорошие приехали, мы гонимые, пожалейте нас, пожалуйста, потому что, ну, в общем... Саш, скажи, пожалуйста, а вот в Украине это правда, к сожалению, актуальная дискуссия про хороших русских. Вот как бы хотелось больше про войну, про помощь армии и так далее, но находится у нас время, к сожалению, кто-то пропускает их сюда. И Овсянникова тут была не так давно, и этот, как его... Ну, в общем, они ездят Иван разные Жданов, люди. Я понял. Да, Иван Жданов, этот крымнашист из штаба Навального, который, правда, на следующий день тоже уехал, сдриснул, по-моему, в Германию на какую-то конференцию демократическую, как они любят, да? Вот как тебе видится их миссия? Ну, во-первых, какое количество из них может быть агентуры? Просто вот в любой страте есть агенты, да, в российской, и там тоже, да, насколько это небеспечно, насколько это опасно, да? И какова их миссия? Вот это они для себя стараются, для Родины стараются. Как-то рейх спасают там немножко. И вот тут твое мнение прям развернутое, я хотел бы послушать. В чем миссия этих хороших русских, которые даже в Украину заплывают ненадолго? Ну, я помню, мы в прошлый раз с тобой говорили об этом, но только вскользь. Я считаю, что все эти так называемые хорошие русские, которые против Путина, которые типа против войны, но при этом Крым наш, это не бутерброд и так далее. Я считаю, что все эти люди, безусловно, являются
второй частью системы, то есть второй головой этой двуглавой шаурмы, да, куриной. Одна голова — это такие ястребы, Путины, Патрушевы, Соловьевы, Киселевы, вот эти все. А вторая — это такие хорошие русские. Это Невзоровы, Навальные, Иваны Ждановы, Овсянниковы. Кстати, госпожа Невзорова, жена Александра Глебовича, написала в Телеграм о том, что они абсолютно теперь уже открещиваются от госпожи Овсянниковой. Что-то пошло не так. Оказывается, украинское общество стало отождествлять господина Невзорова с госпожой Овсянниковой, и это правильно. Это та самая голова, вторая хорошая голова Но имперской все-таки, смотри, не совсем, наверное, правильно. Я немножко защищу его, потому что все-таки он давно, так сказать, унижает вот эту русскую церковь фейковую, власть унижает, действительно унижает. Он всегда войну войной, кстати, называл, по-моему, и про Донбасс говорил, что это, ну, что там российские войска, и про Крым тоже он никогда его не бутербродом не называл. То есть Овсянникова-то прозрела вот, она как только родилась, как вот из кокона вылупилась. А Глебович, он такой, знаешь, это, ну, как бы старый такой, не знаю, аналогию. Я понимаю, я понимаю. Опытный человек. Овсянникова, она вообще сержант, а Глебович, он генерал пропаганды. Поэтому я совершенно серьезно говорю. Тот же самый Соловьев, он вообще майоришка. Симонянша, капитанша, а Глебович — это генерал. Серьезный человек. Ну, а в чем бы у тебя к нему претензии вот конкретно? Я хочу это понять, действительно. Вот твоими глазами. Я просто так давно все это не смотрю, российское, честное слово. Ну, как бы у меня воспоминания, это где-то 5-летней, 6-летней давности, очень эпизодически. Да, у меня претензия очень простая. Нельзя быть мерзавцем. И когда мерзавец начинает говорить хорошие вещи, что там 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, я, конечно, с ним соглашаюсь, но я не хочу это слушать из уст мерзавца. А ты не оставляешь людям право, скажем так, ну, деятельно доказать то, что они ошибались, там, ну, извиниться. Такие люди не меняются. Он же не мальчик был маленький, когда был доверенным лицом Путина, ведь правда? Ну и потом все-таки у него дедушка генерал НКВД или КГБ, вообще говоря, у МГБ. всех русских либералов, в принципе, у всей интеллигенции, там, музыкантов, журналистов, там, копни на пол штыка, залезь в Википедию и просто посмотри на дедушку или прадедушку. И, в принципе, они все из одного вот этого кола, там, обкомовского, КГБшного, это абсолютная правда, и там Евгений Марковна, это Альбац, и все остальные прочие Венедиктовы, они, в принципе, все, по-моему, из одного вот этого круга коммунистического, да, то есть они не из узников, не потомки узников ГУЛАГа, они потомки тех, кто этот ГУЛАГ формировал и охранял, да, но давай по-другому, мы не будем останавливаться там на Овсянниковом, на Невзорове, а перейдем к обобщению. Вот если действительно русский, находящийся в рейхе, или не в рейхе, да, вот он действительно захотел перейти на сторону добра. Неважно, чем он там занимался, вот захотел человек, проснулся, понял, что все, жизнь прошла зря, хочу, значит, другую жизнь начать. Что он должен сделать? Какова обязательная программа? Потому что я думаю, что вот то, что Гарри Каспаров сказал, при всем к нему уважении, вот просто утверждение, что Крым — это Украина, и что Россия напала на... Ну, то есть, как бы это такое бездеятельное раскаяние, да? Ну, как бы слишком дешевая индульгенция получается. А ты как думаешь, что вот олигархи русские, которые вот хотят гражданство Украины получить, Фридман, он получит его, из-за захочет, он во Львове родился, там, под санкции попали, там, Абрамович, там, или кто-то, да? Вот что нужно сделать сейчас, чтобы тебе поверили, что ты действительно изменил свою жизнь? Я не знаю. Вот ты такой вопрос задаешь, как будто... Ох, я не апостол Петр, и уж тем более не Господь Бог. Я не могу судить всех скопом. Единственное, что могу сказать, что в 1945 году ведь был уже такой момент, да, когда все немцы, хорошие, плохие, все они проходили денацификацию. А особо отличившиеся плохие немцы, понятно, они отвечали там по другой программе. А так все проходили денацификацию. Это называется: Гюнтер, ты хороший немец, ты антифашистом был, да? Какой ты молодец, ты очень хороший человек, но тем не менее тебе придется пройти денацификацию, потому что ты Гитлера не верил. Ты ничего не изменил ход истории. И твое правительство твоей страны и твой этот фюрер, хотя он и не твой, ты его не выбирал,
натворили столько бед, что теперь весь мир это разгребает. И тебе придется за это отвечать. Опять же, это не ко мне такой вопрос, да, это вопрос, видимо, к истории. Она будет каждому предъявлять счет, она и мне будет предъявлять счет за то, что я, и вот при мне же был, прости господи, выбран этот Владимир Путин в 2000 году. Мне тоже будет предъявлять счет. Значит, мало я бегал по друзьям, мало я их убеждал, что нельзя за этого КГБшника голосовать. Ну и потом дальше, ведь он же давно уже у власти. Ну смотри, Саш, Медведев. я понимаю, да, вся эта комарилья у власти уже 22 года, да, как минимум. Вот, значит, но все-таки, да, вот там они помогают, какие-то фонды создают беженцам украинским, но как-то никто, ну, по крайней мере, публично не сказал, а я хочу там вооружить бригаду Збройных сил Украины, да. Как-то вот они боятся перейти этот Рубикон, хотя вроде бы уже и не живут там и так далее, и так далее. Вот что же они так боятся поддержать армию добра, например? И если вот они... Вот у меня такой критерий. Поддержишь украинскую армию, значит, ты хороший русский. Могу тебе сказать, что ты хороший, даже без слова русский, чтобы не обижать тебя. Вот. А я могу только ответить, как я это понимаю. Мне кажется, что у них так или иначе есть активы в России, вот у этих господ, которые боятся. Но это как Шендерович, который, значит, уехал и продолжает писать в Facebook. Этот материал создан иноагентом. Казалось бы, ты уже уехал, зачем тебе это писать, зачем тебе соблюдать всю эту дурь? Но нет, у него там, видимо, что-то осталось в России, и он очень боится, что его так всего слушай, этого так лишат. ты же сказал про выхухоль, ну, украинцы ее не знают, но это там все, да, такой, да, то есть теперь он освободит их от этой обязанности, да, вот этих всех убежантов-то. И еще, знаешь, что хочу сказать, Саш, секундочку сейчас, чтобы не забыть, точно ты сказал, потому что Севгиль Мусаева была редактор «Украинской правды», наша коллега и одна из 100 влиятельных людей мира, по версии журнала Time, из 3 украинцев, да, вот, а она крымская татарка, вот, и... Она сказала, она была на конференции в Риге, где выступала эта «Медуза», вот эта, которую некоторые украинцы тоже читают, и там это Галина Тимченко, значит, она сказала на вопрос, а почему вы выходите с этим клеймом иноагента, находясь в Европейском Союзе, да, она говорит, вы понимаете, у наших сотрудников, у родственников там ипотека. Но после чего просто Севгиль встала и ушла. То есть у них ипотека. Ты понимаешь? У нас Буча, Ирпинь, у нас Мариуполь, а у них ипотека. То есть они вообще живут в каком-то другом моральном коридоре, да, в какой-то параллельной моральной реальности, где можно так цинично ответить после всего, что мы видим. Да? То есть даже в Латвии совесть не прибавляется, ни в Берлине не прибавляется, ни в Праге, ни в Лондоне. Да? Все равно они остаются частью русского мира, получается. Совершенно верно. Именно в этом и заключается корень всех их проблем. Они думают о том, что своя рубашка ближе к телу. Вот у одного там домик в деревне, у другого там ипотека, у третьего еще что-нибудь, счет в каком-нибудь банке. И очень не хочется, а то вдруг придут действительно от выхухоли и квартирку отберут, теща сильно ругаться будет. Поэтому вот как-то так, в такой парадигме они и существуют. Хорошие они русские после этого, наверное, как русские хорошие. А как люди-то кто? Поэтому здесь вопрос именно к истории. Какой счет каждому человеку будет предъявлен. И Хорошо. это не мне решать. Хорошо, но смотри, вот кого ты считаешь сейчас наивысшим злом в Рейхе, ну, по ранжиру, да, просто чтобы понимать, потому что у нас вот любят эти темы, кто после Путина, кто займет место Путина, я отвечаю, что место Путина может занять только украинский солдат, да, и только так проблема будет решена, да, но тем не менее идут, то есть он вот недавно у нас умирал, очередной раз в коме был, значит, просто кома по-украински это запятая, да, поэтому у нас шутки пошли, нужна не кома, а крапка. Крапка это точка, да. Ну, как-то уже над этим все смеются, но тем не менее, вот как выглядит верхушка Рейха сейчас? Ну, мы знаем Патрушева, вот украинцы знают, не все знают такого человека с украинской фамилией Кириенко, я просто его знаю, потому что он был главой правительства, его назначил Путин, не Путин, Ельцин во время, после дефолта 98 года, да, он из Нижнего Новгорода, бывший друг Бориса Немцова, да, человек, у которого мама украинка, папа украинец, вернее, да, и который сейчас, говорят, наиболее приближен к фюреру.
стал, да, и вот он курирует оккупацию Украины каким-то образом, этот очкарик, да, ни разу там в армии, по-моему, не бывший, да. Но вот из кого состоит верхушка рейха, и чего там можно от этой верхушки ожидать? Переворотов, наоборот, сплочения, там, предательства, бегства, чего, на твой взгляд? Ну, сейчас часть того пещерного общества, которое, ну, скажем, истребиная часть, она, естественно, будет сплачиваться вокруг Путина и вокруг Патрушева. Я так понимаю, что сейчас вот этот вот так называемый Совет Безопасности до некоторого времени это было как, ну, такое современное политбюро. Там Путин, Патрушев, Иванов, отчасти Медведев, ну, там еще несколько людей, Бортников и так далее. Шойгу там был. Сейчас Шойгу, насколько мне известно, подвинули, и ведущее место после Путина занимает Николай Платонович Патрушев. Патрушев – это тот самый человек, который в 1999 году командовал взрывами домов. Если кто не помнит, я хочу напомнить. Это тот самый человек, который заявлял о том, что в доме в Рязани на улице Новоселов, когда там нашли взрывчатку, что там был сахар, и это были учения. Да? А на самом деле людям просто повезло. Так вот, Патрушев – это второй человек после Путина. Сейчас, в данный момент, эта система состоит из двух половинок. Большая часть, но это не половинки, но из двух частей. Большая часть – это именно ястребиная часть, которая за войну, за то, чтобы от Украины ничего не осталось. Как там Медведев написал, 2 года, да, через 2 года Украины не будет. Ну так они же хотели, чтобы ее через 3 дня не было. У них как-то меняются планы очень быстро, да? Какой-то наш герой-любовник какой-то переменчивый, да? Угу. Да, и Патрушев уже говорит теперь, а мы не будем гнаться мы не будем гнаться за сроками, нам они не нужны, нам они не важны, мы все равно, значит, своего добьемся. То есть они теперь будут изображать из себя такую анаконду, которая по частям заглатывает одну часть Украины за другой. Вот они собираются, видимо, присоединить Дыныры-Лыныры к России, потом Херсон они собираются присоединить. Но Пушилин, он вообще уже заявляет, что нужно освобождать все русские города, включая Одессу. Так они уже все русские города, кроме Одессы, уничтожили фактически, да. Но, на мой взгляд, почему... Русскоязычные, я подчеркиваю, у нас украинские граждане все равны перед совестью Богом Украины, поэтому это я просто имел в виду, что Путин гораздо подлее Гитлера, он хуже Гитлера морально, потому что Гитлер, будучи зверем, нацистом и расистом, он хотя бы не бомбил города, где говорили по-немецки, да, но я просто... А этот начал с Мариуполя, с городов Востока, и сейчас вот, ну, понятно все, да. А я совершенно убежден в том, что Путин не просто так их уничтожает, эти города. Он их уничтожает показательно, с показательной жестокостью. Он показывает таким образом всем народам Европы, что если вы не покоритесь, с вами будет то же самое. Я совершенно не собираюсь захватывать эти города. Я их буду просто тупо уничтожать. Я буду оставлять на их месте просто руины. А потом я их буду расчищать. И захочу, что-нибудь там построю. Не захочу, не построю. Да, это самый настоящий геноцид. Это нашествие рашистской, фашистской саранчи. К этому именно так и надо относиться. Я вообще не понимаю, почему до сих пор, я к этому как бы не призываю, да? Но я не понимаю, почему до сих пор не страдает рашистское население на своих территориях, ну, приграничных. Почему им до сих пор не отскакивает? Но я надеюсь, что однажды это наступит. И вот тогда все, кто были там, все, кто примкнул к этой орде ястребов, к этой стае саранче, вставшие на крыло, и вот тогда они однажды прочувствуют на себе. Уже звучат ведь разговоры о том, что как только украинцы получат серьезное там СЗО дальнобойное, они ударят по Керченскому мосту и правильно сделают, потому что эту артерию давным-давно пора уничтожить. Я прекрасно это понимаю. Они этого боятся.
Я не понимаю, почему до сих пор этого не происходит. Может быть, из-за отсутствия Ну, ССО. смотри, Может. это обязательно. У нас вот интервью недавно давал генерал Марченко, людина такая легендарная. Он отстоял со своими побратимами, отстоял Николаев, Миколаев. И он такой, он просто всему свое время сказал, что это будет сделано обязательно, но просто это надо делать в рамках стратегического плана, как я понимаю, в рамках плана войны, который в голове, там, может быть, вот у одного, двух, трех человек в генеральном штабе. И тут мы им ничего подсказывать не будем. Вот. Но ты сказал про вот эту тактику уничтожения. Я вспомнил Грозный, который центр был просто уничтожен. Вот то, где я был, где я встречался с Жахаром Дудаевым, там ничего нет вообще в радиусе километров несколько. Там просто зеленая травка и дворец этого, и бродят собаки, и львы, там, и медведи этого Рамзана, да, вот, который временно исполняющий обязанности хрен знает кого на этой земле, да. Вот. Про другие страны хочу у тебя уточнить. Вот Словакия, где ты живешь, да? Вот Литва, Латвия, Эстония, которой он Литве уже выписал угрозу, да, значит, он выписал угрозу Эстонии. Нарова сказал, по Литве он сказал, по-моему, или кто-то из его потрохов сказал, это уже неважно, да, из этого большого вот этого кагала. Значит, по Латвии не слышал ничего конкретно, но я думаю, что все понимают, да. Вот, там Латгалия, русскоязычные типа, и Восточная Эстония тоже русскоязычные типа, да. Вот, и дошло уже до... Вот у нас были на этой неделе, наконец, приехали Шольц, значит, Макрон и Драги, итальянский премьер. Вот, и приехал президент в Румынии, который, кстати, очень интересный человек, очень интересный политик. И уже другая риторика совершенно, и что Франция будет помогать Украине победить до конца, вернуть все территории. А Шольц назвал зверство россиян, то есть он признал, что они ведут войну на уничтожение. То есть это не цель захват территорий даже, а просто уничтожение всего живого, всего украинского. Фактически он признал, что идет геноцид, не сказав только этого слова. Пока. Но все движется в том направлении. Вот скажи, на человеческом уровне, как ты видишь, Словакия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, да, вот почувствовали холодок смерти от русского рейха жителей этих стран? Почувствовали они угрозу, когда вот эта фаза войны началась? Такую близкую уже. Да, безусловно. Более того, они услышали ядерную риторику, исходящую с самых верхов, из России. Это дело ведь не просто в господине Федорове, этому основателю НОТ, этого движения провокаторов в России. Господин Федоров вообще ничто, это пустышка, ноль без цифры. Он без отмашки сверху никогда бы ни в какую Государственную Думу не внес бы никакого законопроекта о непризнании независимости Литвы, Эстонии и Латвии. Он сначала про Литву внес законопроект, а на очереди он заявил, что то же самое будет про Эстонию и про Латвию. Понятно ведь, что, я об этом говорил уже не раз, что Путин находится в точке сборки СССР 2.0. И любое противодействие этому он будет воспринимать как угрозу своему замыслу, реализации своего вот этого дьявольского замысла. Он недаром говорит о том, что многополярный мир и так далее. Он хочет воссоздать СССР. Это совершенно шизофреническая затея. Это попытка вернуться назад. Этого невозможно. А если попытаться, то это будут дикие жертвы. Но он, невзирая на эти жертвы, невзирая на разум, на крик разума, он все равно идет по своему разрушительному пути. Я очень сильно боюсь, что однажды это будет доведено до последнего, до крайнего момента опасности применения ядерного оружия, о чем мы уже тоже с тобой говорили. Ну смотри, ну вроде бы пока американская разведка, английская, говорит, что никаких, значит, признаков того, что они готовятся применять ядерное оружие, нет. Но и Путин ведет себя, в общем, достаточно трусливо лично, в личном общении, там расстояние держит. Потом, но если бы они действительно хотели Украину просто стереть с лица земли, вот просто стереть, да, ну а кто ему, типа, мешал применить ядерное оружие в течение всех этих, сегодня уже 114-й день войны, кажется. Но насколько мне известно... Нет, сейчас еще рано. Дело в том, что, как я говорю, уже 114-й день войны, уже потеряли более 30 тысяч своих орков, а НАТО еще не пришло на Махач.
Еще пока не пришло НАТО. Это же нужно вызвать НАТО, чтобы в свое подзаборье затащить и там начать с ними махаться. А после этого уже по всем пацанским понятиям достать это ядерное оружие и уже начать по-большому, так, по-взрослому. Но я еще должен сказать, что, например, по моим данным, чиновникам в Москве пришли некие, не то что повестки, а какие-то документы о том, что нужно собирать тревожные чемоданчики, и, если что, готовиться к эвакуации куда-то в район Самары. Я знаю, что чиновники мэрии Екатеринбурга готовят некий стратегический запас, который будет там стройматериалы, там всякие там дозиметры и прочее, на случай применения ядерного оружия. То есть речь будет идти о быстрых массовых захоронениях, о разгребании руин, именно руинизированных завалов, и о том, чтобы была некая продовольственная база на 500 человек. На 500 человек. Ну, типа, из вот этой конкретной области 500 человек, типа, дадут 500 билетов в будущее, да? А остальных, да, значит, это мэру, подчистую отдают, значит, пожалуйста, бомбите, ну, понятно, ответным ударом. Еще раз говорю, население так или иначе, прямо или опосредованно, готовят к ядерной прожарке. То есть к визиту в рай их готовят. А скажи мне, пожалуйста... Я не знаю, насколько это вообще реально, но ядерная риторика, она ведь звучит не от меня, она звучит с самого верха. Понятно, но нет, мы анализируем все, что они говорят, потому что уже знаем, что любая риторика, она так или иначе может кривь-кость, но реализовываться, потому что они, в принципе, Путин же о своей войне вот этой миссии антизападной, он же говорил еще в Мюнхенской речи, фиг знает вообще в каком году, да? 2007 год. Да, да, сейчас еще до войны против Грузии, как бы, если бы его слышали, в принципе, то по-другому бы, мир-то не готовился к войне, ну, вообще не готовился к войне, да? И сейчас собирают оружие по всему миру, потому что оружие, по сути дела, есть только у Америки в больших количествах, да, а остальные-то не очень. Даже Германия, которая, надеюсь, сейчас все-таки даст нам больше оружия, тоже Бундесвер, сомнительно боеспособной армии и так далее. Но я продолжу про настроение там, в Мордоре. Скажи, пожалуйста, а вот оккупированный Крым. Что-то про Крым они говорят, какие настроения там. Вот Керченский мост, он действительно держится на волоске, да? Вот что по Крыму у товарищей, так сказать, не бутербродного типа? По Крыму, насколько мне известно, стало появляться все больше и больше объявлений о продаже объектов недвижимости. То есть вот эта русня, понаехавшая туда на волне Крым-наша, она теперь начинает что-то подозревать и пытается как можно быстрее избавиться хоть по какой-нибудь цене. Ну, желательно, конечно, подороже продать, но, видимо, они начинают подозревать и понимать, что придется оттуда уносить ноги. Поэтому настроение в Крыму среди понаехавших так себе. А вот мне бы еще хотелось коснуться визита глав европейских государств, господ Драги, Шольца и Макрона. Но они хорошо съездили, они побывали на местах зверств, да, они сказали правильные слова, они, в общем... Ну, скажем так, как бы ни относились там к Шольцу или к Макрону, все равно, в любом случае, они наши партнеры. Понятно, что без них все равно, ну, нельзя, да, и мы все равно им будем признательны за помощь, и как бы мы живем в реальном мире, да. Продолжай. Да, все так. Я просто хотел сказать о том, что у господина Зеленского была очень сложная встреча. Я понимаю прекрасно, что вот эта троица, она... приехала, чтобы склонить Зеленского к переговорам с Москвой, к переговорам с Путиным. А он их повез в Бучу, вернее, повез в Ирпень, да? Где по каких переговорах речь вести, с кем вести? Вот с этими, с террористами, с людоедами, с фашистами? Да. Я просто хочу процитировать высказывание Патрушева, который как раз в тот же самый день, когда приехала вот эта троица,
вдруг ни с того ни с сего заявил следующее, я просто цитирую. Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей с Украиной. То есть раньше он молчал, пар изо рта не выпускал. И вдруг именно теперь взял и сказал об этом. Для того, таким образом, он дал и Драги, Макрону, и Шольцу дополнительный аргумент. Дескать, конечно же, это зверство, это бесчеловечно, то, что мы увидели в Ирпене, но Москва готова. Вот Патрушев говорит об этом. Мне кажется, что еще теневая сторона этого визита, вторая сторона, которая не высвечивается, это предложение Бориса Джонсона, господину Зеленскому, о создании коалиции. Не молиться на Евросоюз, а создать коалицию с Польшей, Британией и странами Балтии. И вот, на мой взгляд, я, конечно, не являюсь никаким советником, там, боже упаси, на мой взгляд, вот если бы я был главой государства, главой страны, на которую напали и уничтожают, я бы, пожалуй, прислушался к такому предложению и, пожалуй, бы принял его. Тут даже не синица в руке, тут гораздо больше. Визит Макрона, Шольца и Драги еще раз говорит о том, что они, наверное, побаиваются именно того, что Украина с Польшей и Британией и странами Балтии очень усилятся в результате такой коалиции. И тогда будет немножко другой разговор. Ведь если Польша с Британией вступят в, скажем так, в действенный альянс против России, в действенный альянс, тогда будет совершенно другой расклад. И как и какое место в этом раскладе займут Италия, Германия и Франция? Это большой вопрос. Поэтому, мне кажется, данный визит был продиктован еще и вот этой темой тоже. Саша, я с тобой соглашусь. Я это не рассматривал. Действительно, ты очень мудро заметил. Я думаю, что да, что это так, что это определенная ревность таких, знаешь, уже стареющих европейских демократий, таких, да, перед более молодыми, спецстарушек, да, ревность, когда, знаешь, сидят у лавочки, на лавочке, говорят, вот пошла проститутка, вот пошел наркоман, как они говорят, да, потому что просто здоровые, молодые страны, ну, они не молодые, но они в пассионарном состоянии находятся, и Польша, и Литва, Латвия, Эстония, значит, Украина, что тут говорить, да, которая бьется за всех, и Британия, в которой британцы просто подходят к нашим людям и говорят, как хорошо, что вы кацапам там насыпаете, давно пора. То есть у них это чувство справедливости еще, может, с крымских войн, может, с каких-то еще войн живет, да. И, кстати говоря, вместе же приезжал не только эти трое, приезжал еще Клаус Йоханнес, президент Румынии, он, кстати, этнический немец, из немецкого меньшинства. Вот такая прогрессивная страна, Румыния, да. Вот выбрала немца президентом своей страны. Вот, он говорит, конечно, по-румынски, он румын, но он и немец, да, одновременно. Хотя страна почти мононациональная, я не перестаю вот удивляться, 93% там румын, да, и тем не менее, да, но там и крымские татары, кстати, живут, и даже какие-то россияне, вот, откуда-то там остались. Но смотри, вот Румыния тоже, говорят, может стать частью, про Болгарию так осторожно, хотя, в принципе, в перспективе, думаю, тоже, да, такого пояса, и про Финляндию тоже говорят, такого пояса безопасности, да, мы по факту тут, как ни называй, буферные, не буферные, но мы правда оказались в таком положении, да, что рейх идет через нас, но также угрожает и через балтийские страны и так далее. Вот насколько что этот союз полезен, и он не противоречит ни ЕС, ни НАТО, а наоборот только, мне кажется, подталкивает, учитывая эту ревность этих старых демократий, скажет, а как же вы без нас, а давайте вот там, все это правильная политика. Но скажи мне, насколько реальные угрозы другим странам, например, странам Балтии, ну, той же самой Литве, Эстонии и Польше, да, кроме них. Насколько это реально? Вот действительно ли он способен на каком-то этапе действительно запулить туда что-то, напасть и с таким образом попробовать проверить, как работает 5-й пункт НАТО о взаимной помощи военной? Ну, во-первых, он давным-давно спит и видит этот Сулакский коридор к Калининграду, сухопутный коридор, да? Во-вторых, я тут полностью соглашусь с историком Юрием Фельштинским, который сказал, что как только мы увидим, что Путин передает Лукашенко ядерное оружие,
в рамках восстановления справедливости, дескать, у Беларуси же было ядерное оружие, вот мы его возвращаем. Как только мы это увидим, это означает только одно. Готовьтесь к ядерной атаке по Европе. Если он будет запускать какие-то ракеты ядерные, да, с ядерными боеголовками, он будет их запускать с территории Дыныры, Лыныры или Беларуси. То есть как бы чужими руками это все будет делать. А потом лупите по ним сколько хотите. Но не по России. Поэтому, мне кажется, такой удар, и потом подлетное время, например, с того же самого Калининграда до, или там, не знаю, из-под Минска до Вильнюса, там же прям считанные секунды подлетное время. И сбить все это будет крайне тяжело. Поэтому, безусловно, как говорят, хочешь мира, готовься к войне. Да? А война уже идет. И я очень боюсь, и тут же опять соглашусь с Флештинским, что в будущих учебниках истории 24 февраля 2022 года будет обозначено как начало Третьей мировой войны. Я не хочу никого пугать. Война идет, и вы это видите, вы это знаете, вы это чувствуете на себе. Здесь уже и пугать никого не нужно. Да нет, ну слушай, вообще вот эти все страшилки, пугалки, ну как мне кажется, Байден хорошо ему ответил про ядерное оружие, что такое сказал, мы даже этот вариант не рассматриваем. А Джонсон сказал, что мы просто ответим, да, ну то есть вот это не трожь, то есть вот к этому, обезьяна, вообще даже не подходи, потому что тут с тобой же никто вообще разговаривать не станет, то есть это где-то за пределами даже русского фашизма лежит, это уже просто каюк. Так понимаешь, в чем дело? Сейчас-то он уже разрушил половину Украины, ну не половину Украины, но 1/5 там часть Украины разрушил. Хотят разговаривать дальше. То есть приезжают к Зеленскому и говорят, все-таки садись за стол переговоров. И цитируют ему Мединского. И говорят, а вот знаете, что Мединский сказал? Он тут сказал, что проект мирного договора между Россией и Украиной был согласован в апреле на 75%. Так что ж вам типа мешает? Еще 25%. Поднатужьтесь. Мы верим, что у вас все получится. А ведь он уже столько всего разрушил. Почему с ним до сих пор пытаются разговаривать? Это плешивое чудовище давным-давно нужно было уничтожить. Вот он вышел на трибуну, где он там, в Санкт-Петербурге, и нужно было по этому форуму, там вместе с талибами, шарахнуть-то и все. И чтобы это закончилась, наконец-то, вся эта эпоха великого плешивца. Ну, я думаю, Саш, что вот к такой логике мир придет, включая такие страны, там, как Израиль, Турция, все остальные. Ну, во-первых, только тогда, когда украинская армия выпишет конкретных люлей оккупантам с помощью западного оружия. Наши и так их бьют, да, но просто слишком неравны расходные мощности вот этой артиллерии и так далее, и так далее. Когда это вырвется, я думаю, что после дюлей от украинской армии конкретных, да, и все будут более определенно высказываться, а потом дойдут вообще до такой странной мысли, что когда не будет России в ее нынешнем виде, да, не будет никаких террористов, ни Талибана, ни вот этих так называемых арабских террористов, Хамасов, всяких Хезболлы там и прочей. Как ты думаешь? Да, абсолютно верно. Я в этом плане согласен с Буковским, который сказал, что если отправить пару томагавков на Лубянку, уровень терроризма в мире сразу же упадет процентов на 80. Поэтому, когда не будет этой империи зла, а Россия является наследницей СССР по праву, во всех своих самых мрачных проявлениях, самых кровавых проявлениях, когда исчезнет эта империя зла, тогда и зло в мире уменьшится на много процентов. Я думаю, процентов на 70 точно. Саш, слушай, ты действительно хорошо прогнозируешь и логично, и трезво. Вот у тебя ровно, допустим, минута у нас остается до конца программы. Каково будущее Крыма, который, конечно, вернется в состав Украины, станет крымско-татарской автономией коренного народа в составе Украины? Ну, а вот вообще, как развитие Крыма послевоенное, каким ты видишь? Ну, я боюсь, что после того, как ВСУ ударит ракетами по Керченскому мосту, Путин может взбеситься. И может нанести огромнейший, может быть, даже и ядерный удар по Украине или там где как. Я не знаю. Я очень боюсь, что с Крымом Путин может поступить по принципу «не доставайся же ты никому». Мне кажется, что по такому же принципу он может поступить и с частью уже оккупированной Украины.
Я очень не хочу это все призывать, но я всегда готовлюсь к самому худшему, потому что одна из моих аксиом, не на пустом месте возникшая, гласит, что Россия исторически всегда выбирала самый плохой сценарий из всех возможных плохих. Да, и для себя, и для других в итоге, да. Ну, И для себя, и для своих им самим соседей. не больно, им самим все равно. Вот, так мы видим, как к пушечному мясу относятся и так далее. Ну, в общем, и по делам, если ты раб, да. Я благодарю тебя за то, что нашел время. Время от времени будем с тобой обсуждать, потому что и фиксировать кое-какие вещи. Я думаю, что нашим зрителям было очень интересно сегодня. Саша Сотник, благодарю, Саша, тебя. От, ну а до наших глядачів моє традиційне звернення зі словами подяки за підтримку АТР. Підтримуйте нас і далі на Патреоні, на Ютубі, де завгодно. Ми воюємо разом, воюємо з вашою підтримкою. Без вашої підтримки це просто неважливо, але ми тримаємо дуже важливу частину, ділянку інформаційного фронту. Це напрямок Криму, який обов'язково буде звільнено. Ми не маємо жодних сумнівів, і що б там не робили кацапи, ми все відновимо, бо ми Кремли, ми знаємо, що нам робити з нашою землею, і знаємо, як її відбудовувати. Ми це робили, і ми будемо це робити завжди. Ми повернемося. Російський рейх буде знищено. Крим, Сербія, Саладжах. Дивіться АТР далі.